Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня среда, 25 марта, и вы смотрите утреннюю программу «Новый день» на канале НВК Саха. Я надеюсь, вы проснулись, настроение у вас отличное. Давайте посмотрим, какая же погода ждет нас на сегодня. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах было минус 13, минус 16, днем ожидается минус 9, минус 11, в Заречье минус 7, минус 13 в 6 утра, днем минус 4, минус 6, в южных улусах утром минус 10, минус 12, днем минус 4, минус 6. В Вилюйской группе улусов утром минус 17, минус 23, днем минус 10, минус 14. В Нижнеленских улусов в 6 часов утра минус 17, минус 24, днем минус 13, минус 18. В западной группе улусов в 6 утра минус 13, минус 20, днем минус 7, минус 12. В Колымо-Индигирских улусах утром минус 11, минус 19, днем минус 2, минус 14. В Янской группе улусов утром минус 19, минус 22, днем минус 14, минус 18. В северо-западных улусах утром минус 23, минус 32, днем минус 21, минус 24. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем ожидается минус 8, минус 10 градусов. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся здоровья, вы всегда можете позвонить на горячую линию Минздрава 8 800 114 03. И буквально вчера стало известно о дополнительных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса, которые были введены указом главы Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым от 24 марта. Они говорят о режиме самоизоляции для жителей Якутска и Жатая старше 65 лет. В режиме самоизоляции должны находиться проживающие в городе Якутске и Жатае граждане старше 65 лет. Режим самоизоляции – это нахождение в доме или в квартире. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске. Не распространяется этот режим на руководителей и сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является жизненно важным для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. Также разовая выплата положена гражданам старше 65 лет в размере 2000 рублей после начала режима самоизоляции и в размере 2000 рублей после его завершения. Выплата будет начислена на счет, на который ежемесячно зачисляются социальные выплаты в беззаявительном порядке, электронно. Ну и на помощь пожилым гражданам придут социальные работники и волонтеры, которые смогут оказать психологическую поддержку, а также обеспечить продуктами и медикаментами. Их можно вызвать по телефонам 8 965 996 4808, 8 800 200 34 и 11. Как лицам старшего возраста, состоящим на диспансерном наблюдении, получить рецепт на дому? Граждане старше 65 лет, состоящие на диспансерном наблюдении, могут позвонить на горячую линию прикрепленного медицинского учреждения для дистанционной выписки рецепта. Одиноким пожилым пациентам медикаменты будут доставлены на дом. Ну и, значит, услуги ЖКХ и другие платежи можно будет оплатить электронно. Сейчас как раз созданы подходящие ресурсы для оплаты через интернет. Подробности, я думаю, сегодня будут во всех средствах массовой информации, так что, уважаемые пожилые граждане, следите за СМИ, информационная работа сегодня будет насыщенная, вы все узнаете. Ну что ж, друзья, а вообще для нераспространения вируса на территории республики проводятся различные работы, делается все возможное, чтобы недуг обошел нас стороной. И одним из основных инструментов по борьбе с вирусом является поддержание постоянной связи с Министерством здравоохранения. В каком режиме работает колл-центр, рассказал мой коллега Максим Гоголев. Давайте посмотрим. Мы находимся в Министерстве здравоохранения нашей республики и узнаем, как протекает обработка звонков горячей линии по коронавирусу. На сегодняшний день в работу диспетчерского центра привлечено 28 специалистов, из них 5 психологов и остальные специалисты с медицинским образованием. В сутки в среднем поступает около 500 звонков. В основном обращаются по контакту, по оформлению больничных листов и что делать, если приехали из других стран, либо из других городов
Российской Федерации. Если человек прибыл из других стран, приехал из-за границы, то он должен самоизолироваться, обязательно оповестить, дать информацию по телефону горячей линии. То есть, если информация поступает через горячую линию, передается в медицинскую организацию по месту проживания человека, и человек берется на контроль. Выезжает медицинский специалист, оформляет больничный лист и постоянно проводит мониторинг за состоянием здоровья человека. К нам можно обратиться еще через бесплатное приложение «Медсеть». «Медсеть» можно скачать на любой смартфон бесплатно. Здесь есть отдельный чат с оператором и отдельно есть горячая линия по коронавирусу. Еще раз хочется напомнить номер 8 800 114 03. По этому номеру вы можете задать любой вопрос по коронавирусу. И хотелось бы от себя добавить, чтобы вы ни в коем случае, во-первых, не паниковали. Носите маски, соблюдайте гигиену, и коронавирус нас скорее покинет. Друзья, ну мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы разыгрываем вот эту замечательную, уютную, добрую книгу рецептов от издательства «Бичик». Посмотрите, здесь есть рецепты блюд для самых маленьких, которые подготовили для вас, читателей, известные блогеры из интернета. Чтобы получить эту книгу, вам необходимо правильно ответить на следующий вопрос. Итак, как называлась первая книга, выпущенная на Руси, и в каком году это произошло? Ваши правильные ответы отправляйте на номер WhatsApp 8 914 2 79 22 62. И буквально минут через 20 мы объявим победителя. Ну что ж, а проект «Добрая весна» существует на нашем канале. Канал НВК вместе с благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов Харес Хал рассказывает вам, дорогие телезрители, о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. И мы очень надеемся, что вы, посмотрев следующий сюжет, захотите им помочь. 4 мая в 2009 году на свет родился мальчик Максим, который навсегда растопил сердце своей матери. На свет так хотелось, что роды пришлись преждевременные, аж на 27-й неделе. После рождения на долю матери Нине выпала нелегкая борьба за жизнь своего чада. Из роддома малыша перевели в дом ребенка в отделении выхаживания, но оказалось, что это не все беды, пришедшие на хрупкие плечи матери и совсем еще маленькие плечи Максимки. Врачи констатировали страшный диагноз – детский церебральный паралич, статический тетрапорез. Начались первые операции – шунтирование гидроцефалии, лечение супинационной контрактуры правого предплечья. В сентябре их выписали, но не домой, а в Москву, на операцию по глазам – Афаке. С тех пор прошло 11 лет непрерывной борьбы. Благодаря огромной любви матери Максимка растет и развивается. Музыка ему очень нравится, петь он очень любит, сказки любит, стишки любит. Прям, я не знаю, бывает даже такое, то, что, значит, музыка. Он начинает петь какую-нибудь песню, я не знаю, что это за песня. И благо сейчас существует интернет, и начинаешь вот по словам, которые разберешь, забиваешь в Google, все, песню, если угадала, по его реакции видно, он прям как балдеет. Особенный ребенок предполагает постоянный уход, и Нине пришлось уйти с работы, а семья у Максимки неполная. Отец умер. С 2015 года я уже не работаю, на работу выйти, к сожалению, уже я не могу, потому что проживаем мы с бабушкой. Бабушка у нас тоже в 2018 году, она уже перенесла у нас инсульт. И получается, если я куда-то сама уезжаю, там бумаги нужно какие-то куда-то отвезти на 2, на 5 часов максимум, что меня дома может не быть. Я как бы их на телефоне постоянно стараюсь контролировать. А так, на работу, на какую можно устроиться работу с таким условием? Семья 6 апреля должна выехать на лечение в медицинский центр «Сакура» в городе Челябинск. Для поддержания и улучшения состояния требуются частые курсы реабилитации, после которых у Максима наблюдаются значительные улучшения. Семье на проведение курса лечения осталось собрать 460 118 рублей.
Мы просим помочь мальчику на лечение. Мы верим в добро сердец наших зрителей. Любая отправленная сумма приблизит к необходимым курсам. Друзья, ну, немножко уточню, если вы хотите выиграть эту книгу от издательства «Бичик», пожалуйста, отправьте, получается, 2 правильных ответа. В каком году была выпущена первая книга на Руси и как она называлась? Как называлась и год на номер нашего WhatsApp. Ну, а мы переходим к нашим первым гостям. У нас сегодня в гостях Ольга Прокопьева, исполнительный директор кредитного потребительского кооператива «Аргыс Кредит». Ольга, доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть. Ольга, ну мы все знаем, что Аргыс Кредит занимается предоставлением займов населению и обеспечением сбережений под процентов. Но я недавно узнала, что у вас еще есть и другая направленность. Вот чем вы занимаетесь? У нас с 2018 года действует школа успешных людей. Почему мы создали такую школу? Потому что наш город богат успешными людьми, предпринимателями, бизнесменами. И нам хотелось, чтобы данные люди приходили в нашу школу успешных людей и рассказывали о своих успехах, как они добивались, как они открывали, какие принципы они по работе имеют, чему они, как говорится, чем они мотивируются, да, и с какой целью они работают на рынке услуг в нашем городе. И молодые люди, которые сейчас, вот, например, выпускаются из университетов, чтобы они могли понимать, как им действовать, мы создали такую школу. Получается, да, вы принимаете, скажем так, желающих обогатить свои знания, да, выпускников или, может быть, людей постарше, и проводите для них встречи, мастер-классы с людьми успешными, состоявшимися. А кто у вас уже побывал? Сколько было вот этих занятий, скажем так? Ну, вообще, для начала, а также данная школа имеет еще такой смысл, как обучить людей финансовой грамотности. Первые наши лекции, они были направлены на финансовую грамотность, и мы приглашали людей, которые вот знают, что это такое. Ну и, конечно же, сами наши сотрудники Аргыс Кредит тоже говорили об этой теме, потому что эта тема очень обширная. Ну, то есть это понимать, что такое семейный бюджет, от этого и до акций, да? Да. И об этом вот мы всегда говорим. А кто был у нас? Ну, у нас были Лидия Кондратьева, Ирина Иванова, Татьяна Тымырова, Марьяна Андреева, Олег Скобелев. Приезжали также российские спикеры. Это был Игорь Мальцев, это был... Ой, забыла его имя. Я думаю, вся информация есть в ваших соцсетях, да? На наших соцсетях вся информация есть. Ну, а также мы проводим в наших районах, где вот наши филиалы представлены, наши девочки проводят такие челленджи под названием «Долой транжирство». Например, это в селе Майя. Вот недавно оно закончилось. Это вот целый месяц наши девочки курируют участников данного челленджа и учат их минимизировать их расходы. То есть такой, скажем так, кардинальная экономия во благо будущего, да? Конечно. Ну, успехи какие? Суммы известны, какие участники сэкономили? Ну, они сэкономили и начали копить деньги. Но это уже успех каждого человека, который принимает в данных челленджах участие. Данный челлендж в селе Майя проводится уже 3-й раз. А в Среднеколымске наши девочки учат наших пайщиков уметь планировать свой год. В году 52 недели, и за эти 52 недели они учат их планировать, то есть минимизируя свои расходы, они планируют свои доходы. Так, Ольга, и расходы. вот это вот очень интересно. А в Якутске есть такие занятия? В Якутске мы вот сейчас планируем организовать онлайн-марафон, так как миру требуются такие мероприятия. Ну и удобнее же из дома, да, позаниматься, чем куда специально ехать. Мы проводили такой марафон осенью, и вот сейчас будем повторять, поэтому следите за нашими новостями. Как записаться, сколько стоит? Или это будет бесплатно. Да вы что? Да, это будет бесплатно, и мы сейчас продумываем над тем, как начать. Как только продумаем, оповестим об этом в наших соцсетях. То есть нужно просто подписаться, допустим, Конечно. на ваш Инстаграм. Ну, а для пожилых людей что-то есть у вас? Конечно, мы их тоже не можем обделить без внимания. И в связи с этим мы с 2018 года, с осени, проводим для них разные мероприятия. Клуб называется «Бриллиантовый возраст». Здесь мы ежемесячно проводим разные мероприятия. Вот 2 недели назад мы провели... Нет, не 2 недели назад.
в середине марта, после 8-мартовских Вот праздников, совсем недавно. совсем недавно провели встречу весны, где наши гости пришли и пели под баян, участвовали в различных играх, очень-очень обрадовались. И каждый месяц мы будем такие мероприятия проводить. Ну, целенаправленно к какому-то дню, потому что у нас год богат на разные мероприятия, на различные На дни, даты, на праздники. даты, праздники, да. Вот в апреле будем планировать ко Дню Республики, например. Оль, ну получается, можно пожилому человеку прийти, Да? приятно провести время И и узнать познакомиться. что-то хорошее про финансы. То Конечно, есть как конечно. планировать свою пенсию. Но может на быть, самом деле дополнительные доходы. наше старшее поколение очень грамотное. Бережливые. Они бережливые, и они очень, они являются нашими самыми порядочными, постоянными пайщиками, которые ежемесячно откладывают деньги на свое будущее, на своих внуков, на путешествия свои и ездят по миру. Оль, коротенько, в конце беседы, чтобы зрители понимали, что такое экономия и финансовая грамотность. Как накопить на отпуск, который, скажем, обойдется 100 тысяч? Ну, И хотим поехать в октябре. Хорошо, до октября есть еще так, Ну, май, полгода. Полгода. Вот, значит, по полгода делим эти 100 тысяч на 6 месяцев и начинаем откладывать. Не покупаем чашку кофе в кафе, просто Не покупаем, не ездим на такси. Сейчас уже благо весна, можно ходить пешком, дышать Будем свежим стройнее. воздухом. Будем стройнее, будем экономнее. и будем богаче. Конечно, Оль, большое спасибо, что пришли. Надеюсь, мы еще встретимся. обязательно. Обязательно на вас подпишусь, сама поучаствую в вашем марафоне Хорошо. бережливости. Спасибо, что Друзья, пригласили. ну а сейчас, я думаю, пора передать слово нашим коллегам из новостной службы. Узнаем, какие хорошие новости нас ждут сегодня. Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Об этом сказал на вечернем брифинге глава региона Сэн Николаев. Количество заболевших коронавирусом без изменений – 7 человек. Однако еще 5 предварительно подтвержденных анализов ждут окончательного подтверждения в Новосибирске. Все эти лица, контактировавшие с первым заболевшим в Якутии. Кроме того, Сэн Николаев вчера подписал указ для Якутска и городского округа Жатай. Согласно документу, гражданам свыше 65 лет предписан режим самоизоляции до окончания всех карантинных мероприятий. Я призываю и жителей заботиться о своих старших, заботиться о своих соседях одиноких, если такие есть, так. И, конечно же, волонтеры и социальные службы будут принимать все меры для того, чтобы обеспечить их лекарствами, обеспечить их продуктами. Мною также дано поручение по пенсионному фонду отработать так, чтобы пенсии доставлялись уже бесконтактно. Будут приниматься и другие решения, в том числе я прописал в указе о выплате единовременной разовой помощи в 4000 рублей для лиц старшего поколения в городе Якутске и Жатае, 2000 рублей после начала режима самоизоляции и 2000 рублей после окончания режима самоизоляции, если они его нормально соблюдали. Также мы сейчас готовим ряд мероприятий с городом Якутском в части ограничения работы точек общепита, которые расположены в торговых центрах. Кроме того, сегодня мы до конца дня проведем совещание, в том числе с теми руководителями, которые у нас находятся на удаленном доступе, и примем решение по поддержке малого бизнеса. Потому что, хотя мы должны поддерживать в целом весь бизнес, всю экономику республики, но сегодня малый бизнес нуждается в очень понятных, очень четких решениях. И я надеюсь, что до конца сегодняшнего дня так мы эти решения уже примем. В стране проходят всероссийские учения МЧС по противодействию коронавирусу. Накануне они прошли под руководством заместителя главы ведомства Виктора Яциценко. На совещании также были заслушаны доклады по оперативной обстановке представителей МЧС, Роспотребнадзора, Ростуризма и Росавиации. Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила, согласно указу главы республики Сэна Николаева, на территории региона введен режим повышенной готовности и предпринимаются комплексные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Медицинским учреждениям Якутска для борьбы с коронавирусом автобаза правительства республики передала свои машины. Об этом сообщил Айсан Николаев. В целом руководитель региона поручил передать в распоряжение столичных медиков 20 транспортных средств, обслуживающих парламент и правительство. Автомобили будут развозить не больных, а самих медицинских работников, которые из-за нехватки техники сегодня не успевают обслуживать большое количество вызовов. Для первичного звена, то есть участковых врачей, нагрузка помимо сезонного прироста вирусной инфекции, заболеваемости вирусной инфекцией, у нас в задаче первичного звена стало наблюдение за самоизолированными и людьми, которые находятся под домашним наблюдением. По горячим линиям и по телефонам для вызова участкового врача у нас регистрируется очень много на самом деле. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что это увеличение составляет 2-3 раза больше, чем обычно. И мы считаем, что очень своевременная помощь нашего правительства в выделении 20 автомашин для первичного звена, которые занимаются развозом медицинского персонала по адресам. С 28 марта школы города Якутска перейдут на дистанционное обучение детей. Во многих столичных учреждениях в дни каникул учителя учились работать с онлайн-сервисами, образовательными платформами, чтобы начать 4-ю учебную четверть в дистанционной форме. Также для них Институт повышения квалификации проводил обучающие курсы по работе с детьми посредством применения современных технологий. Как отметили в Министерстве образования, городские школы готовы перейти на удаленный метод работы со школьниками. В данное время, во время каникул, которые у нас продлятся до 27 марта, учителя заняты тем, что разрабатывают планы. Мы вносим корректировки в наши рабочие программы, в тематическое планирование и готовимся к тому, чтобы с 28 числа приступить к обучению наших детей в дистанционном формате. Наши школы разработаны рабочие листы, которые мы будем отправлять нашим учащимся. Это своеобразные планы уроков, чтобы дети могли видеть, чем мы будем заниматься в течение дня на каждом из предметов. То есть наша сейчас главная цель – это не потерять в качестве и в 100% объеме передать тот материал, который мы должны были передавать и в стенах школы. И к другим темам. Бурые медведи Маша и Поги проснулись после зимней спячки в якутском зоопарке Артодайду. Состояние питомцев отличное, они понемногу начинают есть, постепенно перейдут на полноценный рацион, рассказали в зоопарке. Отметим, животные залегли в своей берлоге в начале декабря. Впереди еще много важной и актуальной информации, не переключайтесь. Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останетесь дома, чтобы помочь нам. Якутские медики присоединились к мировому флешмобу врачей «Stay at Home». Якутские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРВИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендации к самоизоляции. В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. Следование этому правилу поможет системе здравоохранения оставаться в нынешнем режиме работы. Это был утренний позитив от Лилианы Скрябиной, 2,5 года из села Майи, и Маши Пуховой, 7 лет, Якутска. Они рассказали нам в маленьком видео, как они позитивно проводят свои карантинные дни. Друзья, если вы хотите поделиться и своими видео, своими веселыми буднями, пожалуйста, отправляйте ваши видео длительностью до 1 минуты на адрес нашей редакции utro.nvk@mail.ru. И, естественно, вы появитесь в прямом эфире. Можете петь, можете танцевать, а можете показывать коротенькие мастер-классы. Но у нас на очереди очередной гость. У нас в гостях Алена Кычкина, региональный координатор волонтеров-медиков в Республике Саха-Якутия. Алена, доброе утро. Вы к нам очень в тему пришли. Буквально вчера вышел указ Айсена Николаева о том, что пожилые люди должны посидеть дома немножко, чтобы поберечь свое здоровье. Да? Вот об этом давайте поговорим. Вообще волонтеры-медики – это что за организация? Как давно вы существуете у нас в республике и вообще в России?
Ну, волонтеры-медики у нас в республике существуют с 2017 года. Мы открылись на базе медицинского института. По всей России уже с 2014 года функционирует данная организация. По указу главы Республики Саха-Якутия мы присоединились в штаб волонтерский республиканский корпус, который у нас уже существует с 17 марта данного года. Мы уже вот оказываем помощь пожилым людям, доставляем продукты, лекарства и тому прочее. То есть волонтеры приходят пожилым, приносят покупки, и можно позвонить, их можно позвать на помощь. Именно, да, так и есть. Хорошо, смотрите, как же пожилому человеку к вам обратиться, на что он может рассчитывать, то есть какие лекарства по рецепту, не по рецепту, продукты. Кому-то, извините, пакет молока нужен, а кому-то вот целый список. Все берете? Да, все берем, получается, да. Обычно у нас заказы не такие маленькие, но иногда бывают единичные, там, например, сухое молоко только заказывают. Ну и также лекарства тоже по рецепту, то есть волонтер наш идет, забирает рецепт, и бесплатно в окошке, где обычно пожилой человек получает это лекарство, он может забрать и обратно отнести пожилому человеку. Хорошо, немаловажный вопрос. А как рассчитываться? Что делать с деньгами? То есть, ну, получается... волонтер ходит дважды на адрес или как? Да, ну, если рецепты, то да, дважды. А если сначала он покупает на свои деньги, либо деньги, которые предоставляет нам РИК ОНФ, и, получается, они покупают и уже потом показывают чек, и уже рассчитывается таким образом. Рассчитаться как можно? Наличными, либо онлайн-банком. Ну, многие пожилые умеют пользоваться этим, поэтому мы очень рады. Не проблема, да, не проблема, да? Ну, минимальный контакт, волонтеры не заходят в дом, и получается... То есть стоят на пороге в масочках, перчатках, да? Максимально должны стоять далеко, получается, чтобы главная профилактика, чтобы наши пожилые не заболели, ну и тем более волонтеры всегда в масках, в перчатках с антисептиками приходят. Ален, ну пожилые люди правильно беспокоятся о многих мелочах. Я вот представляю, что нам после эфира придут в редакцию такие вопросы. А как не нарваться на мошенников, на опасных людей, которые пытаются попасть в квартиру к пожилым? Вот, они нам обращаются на горячую линию бесплатную 8 800 234 11. Потом эти заявки к нам приходят, и мы их уже смотрим, у них имеется номер, и мы уже связываемся с пожилыми людьми. Созваниваемся, уточняем их список. Некоторые там списков не бывает, поэтому спрашиваем, что им необходимо. Номер такой-то вашей заявки, и волонтеры с бейджиками уже идут. Когда звонят в дверь, они показывают бейджик и называют номер заявки. Да, все прозрачно. Хорошо. Если я хочу к вам присоединиться, но не могу работать по всему городу, а, скажем, могу взять вот свой родной район, там, или 2-3 дома. Могу так сделать? Конечно. Каждый волонтер у нас проходит двухэтапное обучение. Сначала онлайн на сайте специально добро.ру, потом уже приходит к нам в штаб, проходит инструктаж и обучение, после чего он уже может, получает маски, перчатки, после чего он уже может дома, находясь дома, мы кидаем группу заявка такая в таком районе, и вы уже можете, принял эту заявку и выезжаете, получается. У кого есть машина, вот тот сразу уже выезжает. Алена, самая необычная или самая заявка за последние дни? Получается, это был Тулагинак. В общем, очень большой заказ. Наш волонтер на своей машине выехал, и прям машина из-за тяжести заказанных продуктов. Кто-то хорошо заказали, да. 10 килограмм там, получается. Крупы, макароны, муки. Ну, правильно, зачем ходить по магазинам, если есть лучше вариант такой, сидеть дома, конечно. Ален, большое спасибо, что пришли. Вашей организации успехов, и чтобы волонтеры были все на машинах. Друзья, если вас интересуют подробности, пожалуйста, заходите на сайт и ищите информацию в интернете. Ну а наш эфир подходит к концу, и нужно объявить итоги розыгрыша вот этой замечательной книги рецептов от издательства «Бичик». Итак, правильный ответ был таким. Первая книга «Апостол» вышла в марте 1564 года на Руси. И правильный ответ дал номер телефона МТС, последние цифры 8681. Позвоните к нам в редакцию, или мы свяжемся с вами чуть попозже по вашему номеру, объясним, как забрать ваш приз. Друзья, русский блок заканчивается. Я передаю управление моему коллеге Пете Кулаковскому. Увидимся с вами завтра.